Стальная выдержка, молниеносная реакция, готовность к любым ситуациям. Этими качествами просто обязан обладать медицинский работник скорой помощи. В Ингушетии ежедневно заступает в суточное дежурство 21 бригада таких сильных духом и готовых помочь людям в любую секунду специалистов. Сейчас вместе с фельдшерами скорой помощи мы едем на вызов. В Назране у мужчины подозрение на инфаркт. Волнуетесь перед выездами? Да нет, не волнуюсь, с первого раза не волновалась. На выезд к одному пациенту в среднем бригаде отводится 30 минут, с госпитализацией максимум 50. Чаще всего за помощью к врачам скорой жители Ингушетии обращаются при высоком давлении и температуре. Бывает и так, что в карете скорой помощи появляется на белый свет новый человек. У моих коллег было в практике, как женщина рожала, вот, даже роды принимали. Было, конечно, да, они вот в восторге были от этого, потому что когда вот человек рождается, это же прекрасно, вот в основном. Я бы тоже хотела поучаствовать в этом, но у меня такого не было практики, но я бы хотела. Сталкиваются врачи станции и со сложностями. Самая большая боль скорой – ей не всегда уступают дорогу, а при тяжелых состояниях больных счет идет на секунды. Самый сложный случай, когда человек лежит в карете скорой помощи, и случается дорожно-транспортное происшествие, приходится вызывать новую бригаду, перекладывать больного в другую машину, и очень много времени на это тратится, а для больного каждая секунда важна. В Ингушетии подстанции скорой помощи работают в Сунже, Малгобеке, Карабулаке, Яндаре, Далаково, Алиюрте, Сурхахи и Кантышево. Там трудятся около 500 специалистов. Для каждого самое важное – вовремя оказать помощь пациенту. В прошлом году кареты скорой помощи в Ингушетии выезжали около 80 тысяч раз. В среднем в сутки регистрируется 240-250 выездов. Скорая слушает. Пока наша съемочная группа находилась на станции скорой помощи, бригады врачей уезжали одна за другой на вызовы. В Назране у мужчины сильно заболело сердце, в школе стало плохо девочке-ученице, а в Магасе врачи поспешили к пациенту с высокой температурой. Девочки, Сунжа. Была высокая температура, таблетки пил, но не снизилась температура, поэтому они вызывают. Мы отправляем бригаду. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника скорой медицинской помощи награждается фельдшер скорой медицинской помощи Добриев Алаудин Асланович. День работников скорой помощи – праздник совсем молодой. Официально ему всего 5-й год. В нашей стране его решили отмечать, когда в мире бушевал коронавирус, и сотрудники экстренных медицинских служб приняли на себя самый большой удар эпидемии. Дату выбрали не случайно. Неформально медики издавна 28 апреля отмечали День скорой помощи. Именно тогда, в 1898 году, в Москве при полицейских частях появились первые кареты скорой помощи. Они, разумеется, заметно отличались от современных, но функции несли те же, что и сегодня. У вас действительно очень сложный, нужный такой труд. Я вас тоже поздравляю. Успехов вам. Среди фельдшеров скорой помощи в Ингушетии немало мужчин. Мурат Таджибов, уроженец Дагестана, приехал в Магас получать высшее медицинское образование. Заодно трудится на станции скорой помощи. Признается, что ему трудно ездить на вызовы, где пациенты – дети. Крепкому мужчине психологически нелегко переносить тяжелые состояния и страдания малышей. А из своей практики вспоминает случай с обширным инфарктом, когда у пожилой женщины не было никаких симптомов, не болело сердце, но был высокий уровень сахара в крови. Врачи настаивали на госпитализации, но она была убеждена, что должна оставаться дома. Инфаркт был у нас случай, не так много времени прошло. Отговаривали долго бабушку, не хотела с нами в больницу. Кардиограмму сняли, инфаркт был, долго отговаривали. Потом на нас отблагодарила, сказала спасибо большое. После того случая фельдшер взял себе за правило всегда делать кардиограмму пожилым людям, даже если никаких симптомов заболевания сердца нет. И так по крупиночкам на практике и на базе теоретических знаний формируется опыт специалиста скорой помощи. И в их сердцах желание спасать жизни, а на каретах Красный Крест на белом фоне. Символ беспристрастной помощи, предоставляемой всем, кто страдает. Анастасия Шишина, Акрамат Досхоев, Магаз 24.